Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». Сегодня 22 января, понедельник. У микрофона Разиф Абдуллин. Мой собеседник Денис Громов, экологический активист, если можно сказать, еще бывший работник профсоюзов независимых. Вот. Ну, побольше мы с ним познакомимся еще во время программы. Пока давайте поздороваемся. Добрый день. Здравствуйте. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы к нашему собеседнику. Вот, и, собственно говоря, будем их использовать во время программы. Ну, Денис, может быть, для начала пока чем ты сейчас занимаешься? Первый вопрос, чтобы было понятно, что ты сейчас делаешь. После чего? После того, как ты вышел на... Да. Нет, ну я могу и предысторию сказать. Давайте лучше сначала начать с предыстории, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Вас задержали в марте 2014 года, якобы за вымогательство 4 миллионов рублей за нераспространение фильма «Башкирский разлом» про башкирскую сотовую компанию. Абсолютно верно. Сам фильм при этом уже был в Ютубе. Вот. И мне и тогда, и сейчас непонятна логика судебного решения, как можно вымогать деньги за то, что фильм не будет распространяться, когда он уже выложен. То есть вы его должны были, что ли, удалить, что ли, я не понимаю. Вот в чем логика была? Не, ну если бы я должен был удалить, они бы хотя бы обратились в YouTube с требованием об удалении его, правильно? Ну, логично. Он до сих пор в Ютубе, я вчера посмотрел, проверил, есть такой фильм. Есть. Так. Понимаете, смотрите, суть не в том, чтобы... не в том, чтобы удалить этот фильм. Суть была в том, чтобы удалить меня. Об этом заявлялось на суде. Прямо говорилось о том, что у меня записи сохранились, в котором руководство БСК, все руководство, оно у меня присутствовало на суде, они заявляли о том, что это дело для того, чтобы удалить главного противника, это не мои слова, разработки завода горы Куштау. Может, люди уже подзабыли, наверное. Я это как бы я этим не кичусь нисколько. Я просто хочу напомнить, что мы создали профсоюз на СОДе. Этот профсоюз столкнулся с проблемой как раз-таки и разработки, то есть наполняемость завода именно сырьем. И вот эти и плавно перешли как раз с профсоюзной работы в область экологии. Почему? Потому что я сам стерлитамакский, причем проживал в районе СОДа, то что символично так, понимаете? Вот. И все это так сплелось, что для меня это стало не только как бы рабочим каким-то моментом, я вынужден этим заниматься, да, но я еще я стерлитамаковец, я садовчанин, моя бабушка создавал этот завод. Я сам старообрядец и плюс к тому же казак из казачьего рода старого. Вот. Для нас Стерлитамак и гора – это синонимы. Вот. Не будет горы, для нас, для стерлитамакских, это серьезный удар. Вот. И все сплелось. И для меня это стало как бы уже толчком для того, чтобы начать активно, причем, вмешиваться в эту работу. Тогда мы создали фильм этот, сняли, разместили его, распространяли активно, дисками. Даже есть фотографии в суде о том, что я стою и показываю, распространяю из коробок там эти... Прямо на улице города? Да, диски. Мы сидели на компьютерах размножали как бы, да. подполье, понимаете? Вот. Печатали их, потом раздавали. Для СОДы было неважно этот сам фильм. Для людей он важен был. Почему? Потому что, владея той информацией, что мы владели, мы его озвучили. И те факты, которые мы там озвучили, они, став известны, на них все стали сразу ссылаться. Вот я посмотрел, например, это, ваши передачи, кстати, еще на «Эхе Москвы». Все, вот Денис там, то это рассказал, там Денис это рассказал, да. Там, вот такие-то факты известны стали. Там. Да, но еще неизвестно очень много фактов, которые
мы хотели выложить во второй части этого фильма. То есть предполагалась еще вторая часть? Да. Она не вышла? Да. По известным Мы обстоятельствам? разбили его на 40, там 45, по-моему, минут. Вот. Мы хотели сделать полнометраж. Потом я когда с Динаром Зайнуллиным, я ему показывал фильм, он такой, нафига, что ты делаешь? Делай, говорит, по 15 минут, 20 минут. Если формат телевизионный, да, то 26 формат минут. Ютуба. 13 минут можно было. Да, формат Ютуба. Мы хотели короткометраж сделать уже. Он как раз 45 минут, это короткометраж. Так, давайте о более важном. Что не вошло в первую часть? Хорошо, давайте о чем люди не узнали. Хорошо, давайте я скажу. Вот сейчас вы будете сильно удивлены. Например, связь ФБР и БСК. ФБР, вы имеете в виду Федеральное бюро расследования Америки? Как вы нашли такую связь? Не, я не смеюсь, это вы смеетесь. Не то, что нашли. Я не смеюсь. Оно установлено. Объясните. Не буду. А почему? Потому что фильм ждите. А вы сейчас хотите сказать, что готовите уже продолжение сейчас? Да. А когда выйдет фильм? Немножко встали проблемы с монтажом. Так. Материал-то собран. Так. Стали проблемы с монтажом. Немножко озвучка. И мы думаем, подбираем сейчас звуковой ряд, какой поставить. Потому что эти проблемы YouTube не пропускает. Там есть такие проблемы. Да, вот мы сейчас выложим, допустим, какой-то звуковой ряд, положим на него, а его тут же заблокируют этот фильм, просто сославшись из авторских прав. Хорошо. Да, тем не менее, примерные сроки можете назвать? Месяца 3-4. Месяца 3-4 вы ожидаете, что будет фильм готов. Да, почему? А что-то вы можете озвучить из того, что, допустим, все-таки можно? А то интрига есть, а вот вы сказали... Сильная, сильная такая. Хотя бы тогда еще одну интригу запустить. О чем вы еще можете сказать об этом фильме? Это не первое обвинение меня в вымогательстве, это не первое. Об этом вы в фильме будете говорить? Да. Это не первый факт такой. Прибегание Башкирсудовой компании и ее руководства к грязным методам работы. А вы не ожидаете повторения той же ситуации? Я вас умоляю. Понимаете, в чем дело? То есть, вот вы приготовите через 3-4 месяца фильм, выпустите, через неделю вам опять предъявят обвинение во взятке. Вы понимаете, я потерял все в этой жизни после этого дела. Понимаете? Друзей, деньги, маму, родственников. Понимаете? Все. Чего мне бояться? Даже после того, как меня закрыли, я там не боялся. Понимаете? То есть... Вы потеряли мать, прошу прощения за такой вопрос личный. Пока вы находились в местах лишения свободы, ваша мама умерла, да? И вы не смогли попрощаться. Ладно, извините, я не буду эту тему трогать. Мне тоже плохо. Недавно прочитал, прошу, просто собью ваше настроение с такого грустного на более фактическое, что ли. Читал вашу страничку в ЖЖ, по-моему, и ВКонтакте, возможно, где вы писали, что вас не только посадили, но еще и ограбили. Да. У вас пропали часы швейцарские. Да. Стоимостью чуть ли не 60 тысяч рублей, по-моему. Да. Два вопроса. Как могло пропасть? И второй вопрос. Вы тогда так хорошо зарабатывали? Вы знаете, часы не такие, чтобы они были роликсами, и стоимость 60 тысяч рублей не настолько высокая цена. Понятно. Но для большинства населения это... Но если подарок, это понятно. Это подарок. Мне его подарили, но подарили его с чеком. Ага. Вот что получилось. Понимаете, это мой лучший друг подарил в Москве. Часы Кельвин Кляйн. А как они пропали? Подарил. Большое спасибо тебе, родной мой человек. Вот он подарил. И получилось так, что меня с ними приняли в гостинице Ашкадар. Вот. То есть во время задержания у вас часы были с собой? Да. Привезли. Там все сдаешь. Вот я все понятно, сдал. опись должна быть. Да, все сдал. И перед выходом я просил список, где нет. Я показываю начальству. Вот мой документ. И у нас понеслось Бадалова с нашим СИЗО. О том, что, ребят, верните. Ответственность, это зона ответственности СИЗО именно, да? Они потеряли его. Не знаю, кто. Потеряли, это вопрос, наверное, такой. Хорошие часы, они очень часто подумали, теряются. что через 10 лет там, или 7,5 лет вернетесь, никто даже не вспомнит, наверное. Конечно.
так и делается. Понятно, понятно. Я смотрел фильм давно, конечно. Сегодня, вернее, вчера чуть-чуть пересмотрел, и там у меня эпизод, который вот как бы важно, мне кажется, нужно напомнить, в котором говорится, что акции соды сначала были у республики полностью 100%, потом республика потеряла более 61% акций, если я не прав, вы меня поправьте, в связи со слиянием, там, по-моему, каустика с содой, и передали Башхиму. То есть республика потеряла большую часть акций, осталось там 37%, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. И то ее потом продали. И вы об этом говорили в фильме, о том, что республика теряет контроль над содой. Да. Прошло большое какое-то количество времени. Мы все помним историю с Куштау, с последующим затем иском прокуратуры и судебным процессом, и возвратом акций БСК в собственность государства. Это было в октябре 2020 года. Получается, вы были правы, говоря о том, что незаконным образом уходят акции из рук государства? Мы не были не то что правы, мы были 100% уверены, что идет нарушение законодательства. Это первый момент. Второй момент. Самое смешное, вы, может быть, не знаете этого, да, то есть в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин сказал: ребята, вы там ничего не попутали, вот, было возбуждено дело, помните же, да, в арбитраже по поводу возврата этих средств туда-сюда, вот, и БСК, ссылаясь на наши обращения, на наши попытки добиться, мы же обращались не только в фильме, понимаете, мы проводили работу, вы ездили, там в фильме есть моменты, где мы обращались в Следственный комитет, в прокуратуру генеральную, там много чего делали, короче, вот, мы обращались, и в этот момент, заметьте эту вот ситуацию, когда подлая ситуация, когда БСК, ссылаясь же на нас, доказывает, пытается доказать, что все было законно, о том, что, мол, типа мы... Ситуация, смотрите, какая. Они обращаются, вернее, они защищаются тем, что мы обратились, и государство признало факт законности. Ну, или бездействовало в ответ на ваше обращение. Видимо, такая была логика. Да? Или они фактически вам ответили в официальных документах, смотрите, что все законно? Я немножко про это продвинулся очень серьезно так в юридической части, пока находился там. Я потом это затронул. Вот. Они пытались обелиться путем действующее решение суда, то есть действующих законодательных документов, которые были приняты по итогам рассмотрения. То есть мы обратились, неправда, неправильно вы это все рассмотрели, произведена проверка, то есть, соответственно, что должен сделать суд? Он должен принять эти документы, рассмотреть их и признать, что да. Но в чем-то суть получилась, что суд-то понимает, что да, здесь неправильно, но мы это не трогаем. Это как бы не суть обвинения. Обвинение же в другом. Да, суть-то в другом этом деле. Потому что вы в самом начале это сделали. То есть они пытались перевести на нас, что мы, как раз, доказывали, что неправильно. Хотя это неправильно было. Но кто будет признавать в Москве, что мы приняли неправильное решение? Я сомневаюсь. Ну, ни один человек, чиновник не будет, наверное. Совершенно верно. Наверное. Хорошо. Вы не ответили на вопрос. Теперь, наверное, можно ответить на вопрос, чем вы сейчас занимаетесь? Работой. Какой? Профсоюзный, общественный или где-то вот. По профессии, может быть? Не только. Я пытаюсь осуществить свои мечты. Я сейчас строю яхту. Ну, это громко сказано. Ну, то есть вы не нанимаете кого-то, сами строите своими силами? Да, своими руками. Понятно. Я всегда любил поработать, что-нибудь поделать, поковыряться. Вот. Это первый момент. Второй момент. Работаю на предприятии просто. И третий момент – это общественный. Говорить, не говорить. Что-то вы можете не говорить, если это вам повредит. Принцип журналистики не навреди. Да, я понимаю, это все прекрасно, поэтому все зависит от меня, поэтому я это прорвался мне такое, что говорить, не говорить. Занимаюсь профсоюзами. Вы все-таки вернулись в соцпроф или нет? Нет, в соцпроф я не вернулся, я вернулся в профсоюзную деятельность. Понятно. Даже не сам вернулся, меня ребята уговаривали, просили, давай, займись. Это такси.
В такси. Транспорт. Такси, транспорт. Почему? Это огромная проблема для республики. Это огромная проблема для России. Вот, расскажу за этот момент, тогда уж воспользовавшись случаем. Конечно. Вот, мы провели следующее. Я провел. Честно будем говорить. Вот. Я провел анализ действий Яндекса, провел анализ документов, которые они представляют. И мы пришли к выводу о возможности работы и подготовки ряда документов для того, чтобы начать улучшать благосостояние работников сферы такси. Именно сферы такси. Объясню, почему. То есть, я же не просто так на этом... Вот взял Громов, там, написал себе бумажку, он стал это там... Вот. Я освободился, когда из мест лишения свободы. Встретился с ребятами, они уговаривали. Я провел работу. И по поводу того, что в Москву позвонил с таким вопросом. Скажите, а что происходит вообще с этим Яндексом? Что происходит с транспортом? Вот. Два профсоюза абсолютно разных. Мне сказали, Денис, создавай организацию. Именно руководители этих профсоюзов. Это общероссийские профсоюзы. По поводу того, чтобы создавать именно этот профсоюз. Просто объясню, в чем причина. Дело в том, что работники такси, они такая же отрасль, как и дальнобойщики, как и автобусники. То есть, отдельная отрасль, даже не отрасль, а отрасли транспортные. Это понятно. В чем у них главная проблема? За что вы будете бороться, когда создадите профсоюз? Тарифы. Тарифы большие, высокие, низкие? Или мало уходит работникам? Давайте так, смотрите. Когда человек может себе позволить сесть в такси и доехать до хлебного магазина. Ему лень. Да, это хорошо. Наше благосостояние это позволяет. Но почему эти тарифы, когда он получает копейки, человек, который его возит? Сколько процентов получает таксист из того, что он за там поездку выручит? Сколько там? Какая схема? 90 рублей. А с любой поездки? Первая поездка, минимальная поездка, 90 рублей. Так. Сейчас мы немножко побузили в 93-м году. Стрейтамаки подняли. Мы перестали бузить, они опять стали опускать. То есть, понимаете, в чем дело? Яндекс позиционирует себя как платформа по предоставлению информации. Как WhatsApp. Допустим, да. WhatsApp. Мы WhatsApp. Вот. То есть, мы просто программа. Мы не устанавливаем тариф. А кто устанавливает? Вот. Якобы устанавливают таксопарки. Вот. Но по сути, Яндекс создал алгоритм, согласно которому происходит расчет именно тарифа перевозки. Понимаете? Это уже абсолютно нарушение закона. Сложная тема. Да, совсем пока понятно. Я пока вопрос из чата задам, из Ютуба, чтобы людям было, скажем так, поинтереснее услышать ответ на их вопрос. Давайте. Стельтамака спрашивает. На БСК нищенские зарплаты, народ увольняется массово. Какое будущее ожидает завод, ваше мнение? Так и есть. Какое будущее? Я сейчас соглашусь с то, что сказал человек. Нищенские зарплаты будет хуже. Почему? А что изменилось? Я не слежу честно говоря, за событиями. Мне сейчас задали вопрос, с одной стороны, задали вопрос компетентному вроде человеку, то есть я этим плотно занимался, я и сейчас знаю многие вещи, которые не знают многие, именно по заводу суд. Но у меня вопрос к зрителям, а что изменилось, по вашему мнению? Только нищенские зарплаты? Я помню, там фотографии были с ужасными такими видами внутренних. Мы же вам привозили внутреннее оборудование, когда работал в другой редакции, но тем не менее. Там было такие, впечатление, что разруха какая-то, грубо говоря. Что изменилось? Оборудование изношенное.
Вот мнение чата, допустим, да, по этому вопросу. Ну хорошо, кто из Притамака пусть напишет, кто из Соды анонимно пусть напишет, насколько там ситуация. Давайте абстрагируемся, да, ну, денег там влили, не влили, это мы не знаем. Мы не можем сказать, там, что произошло на самом деле, например, там, по реконструкции. Была реконструкция или просто замазали краску, понимаете? То есть вопрос в другом. Что изменилось в плане, например, доведения информации о деятельности завода? Ну, не знаю. Надо зайти на сайт и посмотреть, что если бы она изменилась, да, она изменилась, люди бы вот этот вопрос не задавали. Ну, наверное. Согласен? То есть логично? Наверное. Это первый момент. Второй момент. Насколько сильно изменилось руководство компании с того момента, как перешла в руководство республики? Тот же самый человек, по-моему, возглавляет. Кадры те же. Кадры те же, да. Кадры те же. То есть, соответственно, если кадры те же, тоже политика, то согласно Иосифу Виссарионовичу Сталину, вопрос какой? Кадры решает все. Все. То есть мы на этот вопрос ответили. То есть что изменилось? Если кадры не изменились, то не изменилось ничего. Но кроме того, еще можно сказать, что оно еще ухудшается. Так. Оно ухудшается. Почему? Потому что вроде исполнили, да, требования народа, передали в руки республики. То есть вернули, да. Но у меня вот другой вопрос. Теперь возникает. Хорошо, прошло столько времени, передали, рассмотрели. Все хорошо, народ успокоился. Вопрос такой. А что с контролем? Каким контролем? И чего? По заводу. Со стороны республики? Со стороны народа. Угу. Ну... Если народ добился этого, да, то есть... Так извините, сейчас акции ведь как таковые, они не у государства, они ими доверительное управление, насколько понимаю, занимается там корпорация частная какая-то. Русский водород, если не ошибаюсь, или российский водород, и которая, по сведениям многих, по крайней мере, принадлежит Ротенбергам. То есть просто поменялся собственник фактически. Не собственник даже, наверное, управляющий. Понимаете, Ротенберги, там же рядом стоит цементный завод какой? Тоже Ротенберг. Лассельсбергов, по-моему, если не ошибаюсь. Нет? Это те же самые ребята. Те же Ротенберги, да? Да, те же самые. Я вот тут в структуре собственности Притамаки... Ребята те же самые. То есть, по сути, из одной положили в другую. Да? Но теперь просто те, кто сейчас как бы на них зарится, они еще не положились там себе там сюда. Они просто зарятся на этот пакет, как бы, да. Контроля нет, я услышал вас. Другой вопрос, очень важный для соды, для тех, кто там работает. А решена сырьевая проблема или нет? Нет. И каким образом она может быть решена? Смотрите, есть несколько путей. С деньгами или без? Давайте обсудим, расскажем об этом. Давайте. Смотрите, с деньгами. Это надо менять производство, производственную цепочку. Необходимо менять цикл добычи углекислого газа. Первый момент. Второй момент без. Это необходимо найти новые источники известняка. Что это будет? Не гора подземной добычи, там, я не знаю, там... сейчас они разрабатывают, Шихан, который разрабатывали, я не помню сейчас название, Шахта вглубь как бы уходит, и вот пока идет на этом производство. Правильно я понимаю? Смотрите. И это может быть еще полгода, год, два, там, я не знаю сколько, но какое-то время это продлится. А дальше? Смотрите. По сути, если добавить к горе Шахтау еще дополнительные инвестиции по осушению в случае пролива воды в карьер, можно еще дальше работать. И сколько времени можно работать? Приблизительно? Все зависит от глубины залегания, понимаете? Там же запасы исследовали эти, нет? А кто о них говорил? Где они опубликованы? Хорошо, если говорили. Вот вы журналист, вы владелец информации. Нет, я не видел этого исследования. Я тоже не видел. Хорошо. Понятно. По крайней мере, когда руководство БСК говорило о проблеме сырьевой, еще в 2019 году, при Хамитове, еще в 2018 году, прошу прощения,
Они говорили, что нам не хватает, все, нам остается работать там буквально 2-3 года, надо срочно решать. Угу. То есть, ну, речь шла вот об очень коротком сроке, поэтому я говорю, через год-два закончится. Ну, это, так сказать, по тем старым данным. Разив, понимаете, в чем дело? И по уверениям руководства ВСК, которые я проверить не могу. Да. Как-то, помнится, мы с вами связывались, и я интервью дал по поводу того, что происходит событие. Я тогда рассказал о том, что да, но необходимо не забывать, что БСК готовится к тому, что возможно какие-то движения по поводу изменения собственника. И на тот момент, 2-3 года, нам быстрее, это было актуально. Почему? Потому что передача собственности с заканчивающимся карьером – это один момент. И где уже есть перспектива, другой. И где перспектива на 150 лет – это другой момент. Согласен. Поэтому как бы… Ну, давайте тему продолжим по поводу решения сырьевой проблемы. Вы говорите, с деньгами есть возможность там, продолжать разрабатывать шахтау? Не, наоборот немножко. Ну, повторите. Производство с деньгами, производство, замена цикла добычи углекислого газа. То есть на другую технологию вы имеете в виду? Абсолютно. Без необходимости использовать известняк? Да. Есть такая технология. Поясните просто слушателям. Ну, давайте так, я не технический специалист. Ну, суть в основных, так сказать, параметрах. Ну, основной, главный, так скажем, посыл этих слов о том, что есть иные альтернативные источники добычи углекислого газа. Например, вода, да? Хоть вода, там, я не знаю, там, ну, их множество. То есть, технологий в этом случае множество. известняк не нужен, копать ничего не надо. Да, да. Но это требует больших денег. Да, совершенно верно. Изменение технологий. Смотрите, не было ничего, да, надо что-то построить. Это займет миллиарды рублей. А без денег это как раз продолжать шахтау разрабатывать. Да. Все понятно. Теперь я Вы поняли, более-менее сориентировались. И сам понял, и думаю, слушатели разобрались. Очень жаль, пишут, что на СОДе много лет работает мой сын мастером и внук сварщиком, а лучше работы в городе нет. Невозможно заработать. Но это как бы продолжение темы, что нищенские зарплаты на СОДе. Таксистов очень много, поэтому и такси дешевое. Вот как бы в Стерлитамаке говорят. Но тут речь идет еще, люди не совсем поняли насчет такси, что речь идет о тарифах именно для водителей такси или все-таки о ценах для пассажиров? Смотрите. Или это все примерно... Смотрите, мы не говорим о том, что много-то водителей, мало водителей или еще что-то, да? Мы говорим о том, что начальная точка отсчета посадки пассажира до минимальной поездки должна быть столько-то и столько-то. Нельзя проехать 100 метров за 90 рублей. Понимаете? То есть, почему? Потому что есть расчеты просто-напросто. Давайте, у нас республики объявили, какая минимальная, средний размер оплаты труда? Ну, по-моему, что-то порядка 45-50 тысяч. Так. То есть, вот мы с вами, граждане республики, должны получить в среднем, да. 45 тысяч рублей. Так, теперь, значит, к этому плюсуем. Я водитель. Я, значит, должен приплюсовать стоимость автомобильных расходов. Туда входит и масло, и там всякие... Ну, водители вас поймут. И бензин, да, все поняли, да, то есть, да. И плюс бензин, да, то есть, туда все это... Плюс амортизация автомобиля, да, если брать... Да, сколько я должен заработать как водитель? Но это же не все. Вы же как водитель должны отстегнуть тому же Яндексу определенную сумму. Это другой момент. Это мы еще приплюсуем потом. Вот, я про это же надо говорить. То есть мы сейчас на этом моменте сколько должны заработать. Плюс еще налоги нужно отдать. К тому, что мы получили, мы должны от этого минусовать Яндексу, мы должны минусовать, допустим, аренду, если мы арендуем автомобиль, а многие водители арендуют автомобили. Угу. Минус аренда, минус там все. То есть мы получим, по сути, 30 тысяч максимум. Человек может заработать, скажем так,
с теми тарифами, которые диктует. Это именно Стерлитамак вы имеете в виду? И Стерлитамак, и маленькие города. Почему? Потому что напряжение-то, извините, среди таксистов растет, люди хотят работать. И лезут больше, то есть садится за этот Яндекс. А они что сделали? Они сделали, привязали свою ставку, вот эту вот на поездку, к количеству водителей. Там правильно сказали, то есть на этот момент. От количества водителей. Да, почему? Потому что, 20 человек выслал или 200. Разница же есть, правильно? То есть загруженность будет. Но по закону сам таксопарк должен устанавливать минимальную поездку. То есть они должны сами поставить, допустим. Мы расчет сделали. Минимальная посадка должна стоить 120 рублей. Извините, наши люди на такси не ездят. Это не я сказал. Ну да, наши люди на такси в булочную не ездят. Если быть более точно, то есть кинофильм известно. Вы поняли, да? То есть и зрители, и слушатели поняли, о чем мы говорим. Вот. То есть, соответственно, есть ограниченная категория людей. Ну, понятно. Короче говоря, вы за то, чтобы было все как по закону, чтобы таксопарк устанавливал для этого и разрабатывали тарифы. Сейчас пока происходит по-другому, вы пытаетесь с этим бороться, будете бороться. Собственно говоря, речь понятно. Тут пишут, работа есть, потолок 20 тысяч, как жить на эти деньги? Вас как бы поддерживают некоторые. Одну секундочку. Я зарабатываю сам 20 тысяч рублей. Я снимаю квартиру, мне хватает. То есть я не шикую, я не бухаю, извините, но я говорю как человек как простой. Есть. Да, как есть. Я не бухаю, по ресторанам не шикую, на такси не катаюсь. Все-таки, наверное, надо зарабатывать больше. Согласен. Но для этого необходимо тоже, вот я как профсоюзник скажу, да, наше республиканское правительство вместе с профсоюзами нас всех обули, я об этом открыто говорил. «Пятый угол» передача была, мы там встречались, замминистра был под Министерство труда и социального развития республики, я уже не помню фамилию, это было лет много назад. Я ему сказал о чем. Ребята, скажите, у нас система начисления уральского коэффициента какая? На тот момент он был, по-моему. Сейчас, по-моему, отменили. Я даже Нет, он тоже должен сохраняться. Сохранился. Какая? То есть ставка 15%, и дальше пошли начисления. Наоборот. Возьмите Москву, как делает Москва. Ставка, начисление, и в конце уже, Почему? Потому что это коэффициент ложится на все. На все дотации, понятно. Все выплаты, которые получает человек. Почему? Потому что он работает на Урале. А у нас наоборот, понимаете, получилось, что и урезан. Ясно. Спрашивают, вы в Уфе работаете или в Стерлитамаке? Я стерлитамакский. Поэтому там все-таки стоимость жизни, наверное, поменьше, чем в Уфе. Или нет? Да не знаю. Сколько стоит снять квартиру в Стерлитамаке, например? Секрет. Я не настолько глуп, чтобы рассказывать. В среднем где-то 10 тысяч. От 8 до 12 тысяч стоит. Однокомнатная, двухкомнатная? Однокомнатная квартира с благоустроением. В Уфе это подороже будет. Конечно. Я слышал, тут 25-30 тысяч. В Уфе подороже будет. Хорошо. Вопрос по поводу вашего дела, уголовного дела. Вы будете добиваться реабилитации, пересмотра каким-то образом? Или нет? Или все, вы на этом закрыли? Вообще конкретный, сильный такой вопрос. Вообще сильный вопрос. Разив, у меня есть решение Конституционного суда о том, что я не виновен. Это вкратце, то есть я не буду рассказывать все это решение суда, да, который говорит, я не виновен. Громов не виновен. Но Конституционный суд Российской Федерации – это отдельная
судебная система, это отдельная структура российской власти, судебной власти Российской Федерации. Есть судебная система Российской Федерации, она абсолютно другая. Я уже не знаю, как мне... Ни один адвокат, вообще, я адвокат вообще низкого мнения, как бы, да, то есть ни один адвокат не возьмется мне связать вот эти два решения. Понимаете? Но вы с каким количеством адвокатов успели пообщаться, стесняюсь спросить? Или ни с кем не общались? Я не настолько глуп, чтобы называть фамилии. Нет, я говорю про количество. По количеству? 5 человек, 10, 20. Давайте так, по качеству. В десятку лучших. Разговаривали, с десятки лучших, да? Да. То есть, причины какие-то называют юристы? Почему они не могут? Это очень-очень сложно. Это первый момент. Связать просто. Второй момент. Вот смотрите. Я утверждал на суде, что многие свидетельства мне подкинуты. И было проникновение в мою квартиру в тот момент, когда я находился в подвале. Мне говорят, как? А я не могу доказать. Ну, как я докажу? Да, я сижу здесь, там это. Но этого не может быть, потому что этого не было у меня никогда. Как я докажу? Да? И когда я освободился, захожу я на свою страницу ВКонтакте, если будет возможность, люди могут проверить. Есть дата, там запись такая есть. Громов, закрывай страницу. Это было как раз вот в день моего ареста, но в 17 или 18 часов. А этот момент я уже сидел в подвале. Ключи у меня изъяты от квартиры, мама не знает, никто не знает. Я сижу в подвале. А доступ к странице возможно только с моего ноутбука. То есть вы хотите сказать, что сообщение было от вашего имени написано? Конечно. Это не важно. Мною. Нет, это важно. Даже не от нашего имени, не моего имени. Нет. Другим человеком. Другим человеком, но... На моем компьютере. От вашего имени? Нет, не моего имени. Как можно сказать, Громов, закрывай страницу. Как можно сказать? Нет, если я взломал вашу страницу, залез... Зачем взломал? Все, что ты зашел в мою страницу с моего ноутбука и написал Громов, закрывай страницу. Вот так вот. Закрыли, и все. Это, извините, пожалуйста, что это... Не совсем понятно. Можете пояснить, потому что в комментариях можно написать в любой момент. Если я в комментариях это сделал. Нет, не в комментариях. Пост от вашего имени. Пост от моего имени. Все, тогда вот это другое. На моей странице пост Громов, закрывай страницу. Это говорит о том, что кто-то был в вашей квартире. Совершенно верно. Это это может быть доказательство. Это маленький пункт такой, да. То есть есть еще ряд... Какой ряд? Я, когда писал первую апелляцию, она у меня была на 105 пунктов нарушений действующего законодательства, которые были допущены. Взяли из него только один. Это тот факт, что судья вынес незаконное решение путем того, что фальсифицировал протоколы. Соответственно, что следует? Дело закрывается, все доказательства уходят. Ничего не надо доказывать. Таких доказательств там было... Вагон и маленькая тележка. Мне говорят, все такие, зачем так много пишешь? Там 113 страниц, что ли, по-моему, была кассационная жалоба. Зачем так много пишешь? Я такой, а как? Выбери 15 пунктов. Какой-нибудь из них стрельни, самые такие убойные. Я отправил... второй раз уже, когда у меня второй срок. Да, я напомню, аудитория, кто не помнит просто историю. Сначала был приговор на 9 лет, а потом после повторного рассмотрения 7,5. Еще год я бодался после этого. Вот. Мне говорят, нет, судья, ничего не пойдет, все. Мы тебя только снизим. Мы не будем разрушать это дело. Хотя, если взять, например... то, что произошло на сегодняшний даже момент, любой суд, меня сейчас ничего не ограничивает во времени и пространстве, продолжить дальше добиваться. Это как ответ на вопрос. Что буду делать? Я буду добиваться дальше
того, что будут доказывать свою невиновность. Но вы должны понимать, зрители, слушатели, о том, что сколько человек должно сесть в случае моей правоты. Ну, это не факт, абсолютно не факт. Вот я просто прошу прощения, что сейчас напомню историю, о которой просто наша редакция много рассказывала, с Фатхуллой Исхаковым, который был невинно осужден за попытку... Пенсионер, перебью. Да. И он отсидел 13 лет, потом 30 лет добивался справедливости, ему вынесли решение, что он реабилитирован, но никто не арестован, никто нет. Многие даже умерли за это время. Но это старое дело, понимаете? Я понимаю, да. Но я просто говорю, что не факт, что причастные там, к каким-то неправомерным решениям будут наказаны. Это, к сожалению, практика нашей российской действительности, к сожалению. Я не говорю, что это правильно. Вот. Но вопрос-то все-таки в другом. Как так удалось сделать процесс закрытым? Чем они мотивировали? А что, была тайна государственная? Официально или реально? Ну, сначала официально, а потом... Официально. То, что Громов может повлиять на решение суда. Он может запугивать руководителей республики, может запугивать руководство БСК, то есть участвующих в данном деле. А в других свидетелей не было. В суде вы можете это сделать, получается. По логике официальной. В каком? Ну, по официальной логике, находясь в суде, участвуя в процессе, вы можете давить на... Да. Ну, вы и в закрытом можете это делать, да. Какая разница? Да. В общем, не увидели. Я под арестом находясь, да, могу еще и давить. Хорошо. А реальная причина? А реальная причина – сокрытие информации. Чтобы никто не узнал. Реальной информации. Смотрите, многие меня обвиняли. Это все его жадность, короче, да. Это Громов, он всех нас подставил. Мне говорили там, Денис, на тебя все обиделись, почему их всех потянут к чему-то. Я говорю, к чему их могут тянуть, если они не при делах? Просто взяли телефон Громова и давай набирать. Я мог бы сейчас назвать фамилии, вы этих всех людей прекрасно знаете. Они очень известны в политической структуре, да, то есть в политической жизни, может быть, сейчас, может быть, тогда, но там такой список. Их просто взяли, по одному подтягивали. Что вы имеете в виду? С вашего телефона присылали какие-то сообщения? Нет, зачем? Просто вот по списку взяли, да? Значит, ты в деле, значит, ты связан, значит, ты это, значит, ты это, значит, ты... Может, и деньги давал, понимаете? То есть... Ну, ладно. Вопрос по поводу современных событий. Если вы следили за событиями в Баймаке и, собственно говоря, за протестом этим, о причинах протеста мы разговаривали с одним из политологов. Его версия такая, чтобы предотвратить саму возможность повторения событий на Куштау и зачистить поле от тех активистов, которые могут организовать протест, когда появится необходимость все-таки отдать один из шиханов под разработку ПСК, вот это все дело и было затеяно. Это как вы оцените такую версию событий? Никак, она не имеет жизни. Это просто вкратце. Дальше какой вопрос? А почему все-таки люди протестовали, на ваш взгляд? В чем первопричина протеста? Вот это вот очень как раз-таки связывается с моим делом. То есть можно просто... Давайте, смотрите. В нашем регионе со времен Муртазы Губайдуловича имеется стойкое убеждение к несправедливости и возможности вообще гражданина что-то доказать в суде против власти. Вы с этим согласитесь, просто как гражданин, не как журналист? Да и как журналист соглашусь. То есть все. Люди не верят. Недоверие к судебной власти есть. Виноват он, не виноват он, понимаете? Никого вообще не волновало. Люди приезжали там, вообще другие, да, то есть никак не связаны ни с националистически, никак. Многих задевал тот факт. Смотрите, тот факт, что заявление написал глава региона, первый момент. И второй момент, это то, что мы не верим, что будет вынесено справедливое решение. Из многих тех, кто там вот был, я могу 100% сказать, они знали мою историю. Почему? Потому что наиболее активные люди, которые интересовались происходящим на Куштау, там, вообще вокруг содового завода, они знали, что была такая ситуация. Это
к бабушке не ходи. То есть можно 100% сказать, что так и есть. Причина, получается, во внутреннем состоянии юстиции, условно говоря, правосудия, недоверие к власти, плюс уже были случаи, когда людей неправосудно осуждали, которые протестовали экологическому движению. Угу. В этом плане. Да? Хорошо. Ну, вы сказали про народ, я про народ и говорю. Да. А ваша оценка, как бы, вот этих, если вы можете, конечно, высказать свое мнение, что будет дальше? Сейчас, я, насколько понимаю, заведены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Уже есть, по последним данным, 4 задержанных именно по этому делу. То есть... Я Стерлитамаковский, мне скидка. Что именно? Что вы думаете, какие... Нет, какие сроки? Я просто не отслеживаю полностью информацию. Нет, ну, сроки, говорят, разные, там от 3 до 8 лет, если не ошибаюсь. Кому? Людям, которые протестовали, участвовали у здания суда в Баймаке. Вот. Там же были столкновения определенные, то есть по официальным данным пострадало до 40 человек, из них половина тех, кто протестовали, половина сотрудники правоохранительных органов. Вот. Там еще и другие дела. Как вы думаете, вообще правильно действует сейчас власть, как бы усиливая вот эту вот, не знаю, остроту конфликта, что ли? Давайте, смотрите, немножко разбираться. Я провел больше 50, может быть, митингов, пикетов, шествий. Организатор именно, да, то есть на меня была такая ответственность. Если что, я сяду. Если что, я заплачу огромный штраф. Вот, когда это все начиналось, то есть, помните, то есть это те годы, да, то есть ни в администрации Стерлитамака, ни в администрации, ни в милиции, да, не было четкого понимания исполнения этого закона. Вообще четкого. То есть я мог прийти на это учудить что-нибудь. Но если у меня, допустим, был главный, допустим, помощник в качестве адвоката, да, он мог раскидать какие-то моменты туда-сюда. Все, мы правы. Тогда соглашались. Прошло сколько лет уже, наверное? 10 лет минимум. Да, 10 лет минимум. Понимаете, у органов власти и органов внутренних дел сложилось четкое понимание дозволенности. Даже тогда, когда я их проводил, я сам лично объяснял сотрудникам полиции и замглавы там, администрации, разных причем, не только Стерлитамака, о том, что можно делать на этих мероприятиях, что нельзя. Не они мне. Ну, то есть незнание закона было одинаково и со стороны властей, да, и даже правоохранительных органов. Ну, извините, если что-то у меня задница сгорит, а не у них. Я должен был подготовиться. Если сейчас людям будут такие срока на этих мероприятиях, 70%, что они будут железобетонные. 30% это на порядок ведения уголовного судопроизводства. То есть его можно будет развалить именно на порядке уголовного судопроизводства. Если процессуальные нарушения какие-то были. Да, абсолютно верно. Но если будут участвовать грамотные следователи, этого невозможно. Ну, то есть вы отвечаете на вопрос не на тот, который я задал, а на то, что последствия будут реальные сроки. Вы это говорите. Я говорю, что будут жестоко. Хорошо. А правильно это или нет? Вы же на этот вопрос не ответили. Смотрите, не будет ли это усиливать напряжение, риски новых конфликтов, новых протестов? Я прагматик. Я не могу сказать в общем. Хорошо. Я могу сказать только в конкретном случае. Конкретного человека. То есть за что ему... Ну, короче, вы не социолог и не политолог. Все. Нет. На этом закончим. Я профсоюзник. Я профсоюзник. Но если бы члены вашего профсоюза задержали бы вот по обвинению в участии в массовых беспорядках, то вы как бы поступали? Как Они бы 10 раз сначала подумали, прежде чем возбуждаться что-то. Понимаете? То есть вы бы действовали другими методами, не собирая людей на площади, а правовыми какими-то? Нет, разве? Ну, вы помните, пусть вот вы можете зайти посмотреть фотографии, да, с каких только митингов, я там их не проводил. И шествия, и пикеты, и автопробеги. Но у вас же все эти митинги были согласованные. Нет. Нет, были не согласованные? Нет. Вот смотрите, вот сейчас те люди, которые там
Да? Вот вы меня бы спросили, как можно защититься, я бы вам сказал. Но вы же этого не спросили. Ну, я спрошу сейчас вас. Вот давайте, я сейчас сам на него отвечу тогда, Да, раз уж как можно я уже защититься? взял инициативу. Смотрите, что есть суд? Ну, Ну, вот вы. мнение сторон, обвинения и защиты. Нет, и нет, потом нет, судья взвешивает. нет. Где они стояли? Это здание, Здание, да? в котором проводится что? Судебное заседание, Да. правильно? Заседание закрыто, никого не пустили, они стояли на улице. Все. Одну секундочку. Кто закрыл заседание? Когда закрыли? Судья закрыл. Когда заседание? На оглашение? Нет, еще до оглашения. Сам процесс. Хорошо. Оглашение судебного заседания. Это вам любой юрист скажет, и я говорю. То есть оглашение итогового решения суда производится в открытом режиме. Да, но они не могли 1000 человек запустить физически. А это их проблемы. Они должны были обеспечить... динамик Одну сделать. секундочку, смотрите, вот сейчас я объясню, да. Да. Пришли они к зданию суда поддержать кого-то. Да. Я пришел, например, поддержать следователя. И что? Ну, вот просто представим ситуацию. Тоже не пустили вас. Да? Меня не пустили. Я не пришел поддержать обвиняемого, я пришел поддержать следователя, который там пришел в качестве свидетеля. И что? То есть, если оглашение судебного заседания является открытым, то, соответственно, вся вина на то, чтобы не впустить или еще что-то, да, как-то огласить приговор, возлагается на суд. Что мешало сделать суд, поскольку не может вместить, тем более выездным. Там было 15-17 января, то есть Да. был день на организацию. Да? Выездным, то есть судье выйти к народу и огласить список. Это момент. Тот факт, что люди пришли на оглашение. Факт? Факт. Факт. А произошло то, что произошло. Извините, это не вина этих людей. Это вина суда. Ну, это вы рассказали как бы о линии защиты. Это как бы УПК. Понимаете? Все понятно. Нарушение УПК кто совершил? Суд. Не обеспечил возможность пришедшим на оглашение граждан выслушать решение суда. Могли громкоговорители поставить, могли подвести ОМОН так, чтобы он не мешал. Извините, выкрикивали или еще что-то каким-то образом требовали. Извините, а что вы хотели? Если люди пришли на улицы, стоят. Вы подумали, прежде чем оглашать или что-то действовать, или согласовали это с УПК? Как вы решите момент УПК? Понятно. Угу. Ваша точка зрения понятна. Ну, поскольку вы приехали из Стерлитамака, не могу не задать вопрос про экологическую ситуацию в городе. Сейчас, в данный момент, там, насколько можно дышать чистым воздухом? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось? Нет. Ну, расскажите о ощущениях, потому что это только... Пахнет. Чем пахнет? Когда пахнет? Сколько пахнет? Можно ли к этому привыкнуть? Точечный вопрос, точный ответ на точный вопрос. То есть, чем по-разному, когда, в разное время. То есть, понимаете... Сильно тоже по-разному. Тоже по-разному. То дунули, то потихонечку спускается, то слили, то... Хорошо, а в процентном отношении примерно, скажем, вот у вас жизнь состоит там из... Проснулись, там, пошли на работу, еще что-то. 24 часа в сутках. Насколько процентов вы сопровождаетесь с грязным воздухом, соприкасаетесь в своей жизни? Ну, давайте так. Стерлитамак никогда не был чистым городом. Он был золотым городом. Ну, подождите, я приезжал, прошу прощения, в 90-е годы в Стерлитамак, я не ощущал никакого запаха. А тогда заводы не так работали сильно. Понимаете, но это от загруженности производства тоже зависит. Понимаете? Угу. Кто мне сейчас скажет, что... Ну, там еще ведь новое производство создали в Салавате, то есть надо пояснить слушателям, что воздух там в Стерлитамаке не только это он от Стерлитамака зависит. Башкирии. Да, там и Ишимбай, Салават и Стерлитамак — это как бы 3 города, которые друг на друга влияют, но это, к сожалению, на мой взгляд, не учитывается вот во время оценки ситуации. Вот смотрите, я отбывал наказание в ВК-16. Через стену у нее нефтероксинтез. Через забор. Что там, что в Стерлитамаке,
разницы я не почувствовал, что вот в 5 метрах. То есть у меня не закружилась голова от счастья, когда я вернулся в Стерлитамак. У меня не было ничего такого. Но если я приеду куда-нибудь в деревню, я почувствую разницу. А так нет. Мы в Бермудском треугольнике Башкирии, понимаете? То есть Ишимбай, Салават, Стерлитамак. Что изменилось? Ничего не изменилось. Только новый завод построили. Хорошо, давайте вот представим себе. Если бы меня спросили, что надо делать. Я как раз хотел следующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы дышать чистым воздухом? Переехать. Совершенно верно. Абсолютно ли? Абсолютно. Это Александр Невский так говорил. У него постоянно такая абсолютно. Совершенно верно. То есть уехать из Башкирии. Что нужно? На ответ, что нужно нам, жителям республики, сделать для того, чтобы жить лучше, это другой момент. Смотрите, нам надо начать требовать от власти, именно граждан республики, начать требовать от власти соблюдения наших экологических законодательных норм. Анатолий Веселов, сколько раз его вызывали? Ну, приглашали, вернее. Сколько он выступал? За год. Раз 100, наверное, да? Нет, за всю историю, может быть, 100, да. Да, то есть, да. И спросить у него, что изменилось. Мы с ним хорошо знакомы. Мы пригласим, спросим еще раз. Что изменилось? Да? Задайте вопрос от Громова. То есть, что изменилось? Он скажет, ничего не изменилось. Может, даже стало хуже. Законодательство экологическое позволяет что-то делать, чтобы менять ситуацию к лучшему? Да, конечно. Позволяет. Конечно. Они, получается, нормы эти какие-то не соблюдаются. Я правильно вас понял? Смотрите, зачем у нас в республике Министерство экологии и туризма, по-моему, да, называется? Экология. И что-то еще там. И что-то еще, да? Вот что-то еще зачем? И природопользование. Вот. Хорошо. Природопользование – это одна система. У них абсолютно другая специфика. Сажать, сеять, там, я не знаю, там, разводить животных. У экологии на сегодняшний момент в нашей вот системе, да, совсем другая, то есть в нашей жизни это совсем другая вещь. Ну, вы не ответили на тот вопрос, что делать не только людям, а вообще. Можно ли... Государству. Государству, предприятиям, например. Вот. Могут ли они изменить технологии свои так, чтобы это не влияло на жизнь людей? Ну, смотрите. Таким образом. Я прагматик, сколько раз говорил уже. То есть, смотрите, как профсоюзник, я вижу только такие вещи, например. Власть должна наша, вот, хотя бы взять Стерлитамакскую, да. У меня в городе у нас Стерлитамакское троллейбусное управление. Они должны же развивать себя, да, то есть. Но вместо этого они покупают автобусы, которые работают на бензине, и засоряют воздух. Зачем Стерлитамакскому троллейбусному управлению покупать автобусы, вместо того, чтобы покупать троллейбусы? Получается, менее экологичный вид транспорта. Они идут зарабатыванием, а не своей функцией, понимаете? То есть, и руководство... это один пример, хорошо. Хорошо, другой пример. Что у нас с озеленениями вообще в республике? Уфа считается зеленым городом. Считается. Например. Стерлитамак тоже. Возьмите новые районы какие-то строящиеся, построенные там, да. Сколько можно посадить насаждений дополнительно свободной площади? Огромное количество, просто огромнейшее количество. Не говоря уж только, мы говорим сейчас, наверное, только о деревьях. Хорошо, вы видите выход в том, что... Нет, я не вижу, я просто говорю, что есть... Мы же говорим о чем? Что можно сделать? Один путь там экологический вид транспорта, второй путь озеленение. Можно сделать. Да, можно сделать. Еще. То есть, смотрите, первый... То есть, тут пока предприятия вообще не участвуют Нет, в этом процессе? смотрите, подождите. Вы немножко недопоняли суть-то. Смотрите, почему я упомянул автобусы? Я упомянул о том, что необходимо секвестировать какие-то вещи, которые мы тратим на ухудшение экологии, и перенаправить на применение экологически чистых технологий. Стерлитамакское управление в каком году создано? О чем речь? В Советском Союзе. Угу. И как оно развилось? Новые какие-то у нас трассы появились, еще что-то? Нет.
То же самое там и с остальным. Что у нас, как посадили при Муртазе Губайдуловиче, засадки, посадки, как у нас мэр делал. Понимаете, то есть... Ну, понятно. Закончим, я думаю, наш разговор на этом. Единственное, я хочу прочитать комментарий с нашего чата. Министерство экологии и природопользования не сажает деревья больше, сейчас сажают людей, а не деревья. Скажем так, замечание, которое я не могу не прочитать. Напоминаю, что в нашей студии был экологический активист Денис Громов из Стельтамака. У микрофона был Разиф Абдуллин. Спасибо вам за участие в программе. Всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.